Более 7 тысяч работников из разных производств уже прошли медосмотр в Центре промышленной медицины. Напомним, он открылся 2 года назад на базе городской больницы номер 13. Итак, об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Гульнара Надуткина, заведующая терапевтическим отделением и Центром промышленной медицины при городской больнице номер 13. Гульнара Руставиловна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у вас на самом деле лето – это горячая пора, потому что это в этом межсезонье, да, условно назовем это так. Как правило, очень многие проходят предприятия, организуют медосмотры для сотрудников, для коллективов. Вот у вас сейчас какое время? Пик? У нас, да, пик. У нас сейчас проходит медосмотр Уфимское производственное объединение, УМПО. Кроме медосмотров мы проводим и диспансеризацию, в том числе углубленную, и диспансерные наблюдения, и проводим предварительные периодические медицинские осмотры. Гульнара Руставиловна, но Центр промышленной медицины, не многие знают, что это за учреждение, что это за организация, почему оно было создано и какова его главная задача? Центр промышленной медицины создан на базе цеховой службы, которая сохранилась в городской клинической больнице номер 13. Это многопрофильный центр, который функционирует на базе ПАО ДК УМПО. Наша задача, наша цель – это сохранение здоровья и профессионального долголетия сотрудников УМПО. Ну и других предприятий, которые готовы к вам обратиться, да. Правильно понимаю? Да. То есть человек с улицы не может просто так прийти в Центр промышленной медицины, да, и сказать, вот я готов пройти медосмотр, хочу. Это должно быть организовано именно от предприятия. Мы открыты для всех, пожалуйста, приходите. То есть можно и условно с улицы вот прийти? Ну, не с улицы, конечно, но это получается, вы заключаете договор, и, пожалуйста, в тот же день вы можете пройти все обследования и всех специалистов. Чем центр отличается вот принципиально от других медицинских учреждений? Во-первых, это работник в течение буквально нескольких часов, за считанные часы, да, проходит весь спектр медицинского обследования. Это минимальная трудопотеря, минимальный отрыв от производства. И в этот же день он получает заключение от врача-профпатолога о состоянии своего здоровья. Вот, в первую очередь вот этим мы отличаемся. Затем у нас организована мобильная бригада в составе врачей, профильных специалистов, лаборантов, отделение вспомогательной службы, и мы прямо выезжаем на территорию УМПО и там уже проводим медосмотры. То есть есть еще мобильные группы, которые вы можете отправить, да, причем на разные предприятия? Ну, мы можем на разные, да, на разные. При составлении каких-то соблюдений определенных условностей. Да. Гульнара Руставиловна, если говорить о том, что вы плотно работаете с предприятиями, и вот в какую роль в этом плане играют здравпункты, которые сохранились на некоторых производствах? Здравпункты огромную роль играют. Их у нас 9 штук. Да. Фельдшера у нас проводят амбулаторный прием тех работников, которые обращаются с обострением хронических заболеваний. Они решают дальнейшую тактику ведения этого пациента, или же они его отправляют на амбулаторное лечение к цеховому терапевту, или же сразу отправляют на госпитализацию. Вот. Затем здравпункты активно участвуют в проведении предварительных периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Они следят, чтобы работники своевременно проходили периодические осмотры. Также они участвуют в профилактике заболеваний инфекционных, то есть это и иммунопрофилактика. Они наблюдают за лицами, которые были в контакте с инфекционными заболеваниями. Так, дальше они проводят наблюдение, надзор эпидемический за цехами, за помещениями, где проходит прием пищи, да, за бытовыми помещениями. И, конечно, огромную роль они играют в обучении работников в оказании первой медицинской помощи.
Я правильно понимаю, что поход в здравпункт не заменяет все-таки именно обследование в Центре промышленной медицины? Нет, ни в коем случае. Это обследование аналог диспансеризации? Не всегда. Не всегда. Там есть и совпадения, как бы общие обследования, и есть свои по 29-му приказу по вредным факторам производства. Там есть и отдельные такие специфические обследования для работников. Но вот есть еще момент. Ни для кого не секрет, что некоторые работодатели рассматривают медосмотр все-таки как формальность. Вот сталкиваетесь с этим? Нет. Руководство ОМПО очень лояльно к нам относится. Они очень активно участвуют и помогают решать все вопросы, которые связаны с медицинскими осмотрами, с диспансеризацией. Идут к нам навстречу. Сейчас же у нас еще появились школы, то есть мы выходим еще в цеха, читаем лекции, беседы, и они совершенно не препятствуют, они заинтересованы в здоровье своих сотрудников. База городской клинической больницы номер 13 обновляется. Я знаю, что у вас есть различные технологии. Например, в лаборатории недавно запустили трековую линию, чтобы результаты анализов были готовы буквально за час. Какие еще новшества есть? Сейчас у нас активно внедряется система проведения медицинских осмотров по электронной системе. То есть это работник, когда он проходит медосмотр, получает талончик, по которому он видит, что у этого специалиста нет очереди, и он спокойно к нему идет. То есть это в разы сокращает время прохождения медицинского осмотра. Но причем я правильно понимаю, что обследование, медосмотр, который проходит в Центре промышленной медицины, это не только это профилактика прежде всего. Да. Есть какие-то, может быть, статистика, каковы результаты этих обследований, медосмотров? Мы каждый год считаем, сколько людей, сколько больных мы выявили, и на самом деле это выявляется. И онкологические заболевания, соответственно, по анализам, и заболевания желудочно-кишечного тракта, и по заболеванию органов дыхания. Больше выявляется болезни системы кровообращения, преддиабет. Мы их обязательно берем на диспансерный учет в течение 3 рабочих дней и уже дальше и дообследуем, и лечим. Проводим реабилитацию и в условиях амбулаторных условиях, и в условиях дневного стационара. Я знаю, что вы сотрудничаете и с онкопатрулем. Да, к нам в прошлом году приезжали врачи-онкологи с Федерального центра радиологии. Мы проанализировали 2000 анкет, в которых были такие интересные вопросы, нацелены на выявление таких скрытых признаков онкозаболевания. И проанализировав, мы 1000 человек проконсультировали у врачей-онкологов и выявили, к сожалению, был 1 рак молочной железы, несколько случаев гиперплазии предстательной железы. И было очень интересно. Онкологи проводили и мастер-классы, и обучали наших врачей много интересному, и обещали приехать еще. Если говорить конкретно уже об обследовании, мы говорили о том, что диспансеризация в Центре промышленной медицины немного более шире, понятие. Здесь есть углубленное лечение. Можете рассказать поподробнее, в чем оно заключается, это обследование? Обследование, в первую очередь, это анализ. Это общий анализ крови, это биохимический анализ, сахар, холестерин. Это электрокардиограмма, флюорография и для женщин гинеколог. Там в зависимости от возраста. Есть возрастная группа, которому положена ФГДС, то есть фиброгастродуоденоскопия, по которой проверяется пищевод желудком. У мужчин проверяется простат-специфический антиген. И старше 40 лет всем кал на скрытую кровь, который как раз является показателем ранней диагностики рака кишечника. Если вдруг выявляется какое-то заболевание, в этот же день становится известно, или уже пациента потом берут как-то на дополнительное обследование и так далее для более углубленного изучения?
Если есть подозрение на онкопатологию, в течение 3 дней этот пациент у нас попадает к онкологам. Это обязательно, и дальше уже онкологи решают, какой диагноз, как его дообследовать, чтобы подтвердить диагноз. Что бы вы порекомендовали, может быть, не только работодателям, но и сотрудникам некоторых предприятий для того, чтобы избежать проблем со здоровьем? Какие главные рекомендации? Сотрудникам промышленных предприятий я бы рекомендовала идти на диспансеризацию, на медосмотр, не говорить, что там просто анализы. Это первый этап. Первый этап – только анализы на самом деле. Но анализы, они такие информативные, которые именно показывают именно, есть у человека проблемы со здоровьем, нет проблемы. Ну и дальше уже будет врач решать, что дальше с вами делать. То есть нельзя ни в коем случае обследование считать формальностью? Нельзя. И никогда нельзя избегать этого обследования. Ежегодно это нужно делать. Да, согласна с вами. Гульнара Руставеловна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что действительно диспансеризация – это не просто диспансеризация, это забота прежде всего о своем здоровье. И самое главное – это инициатива самих сотрудников, да, для того, чтобы людей, самих жителей республики, это прийти и проверить свое здоровье. Причем у нас есть возможность не только в Центре промышленной медицины, да, пройти обследование. У нас есть поезда здоровья по Башкортостану, курсируют. У нас есть дни специально выделенные для того, чтобы пройти диспансеризацию. Зачастую проблема одна. Люди сами не хотят идти на обследование, потому что ничего же не болит, а крайности еще нет. Да? Вот. Я добавлю, сейчас еще появилась ночная диспансеризация с 8 вечера до 12 часов ночи. Если вы не можете в течение дня, заняты на работе, пожалуйста, приходите. Вот, отличная возможность для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и о своем будущем. Спасибо огромное. Здоровья вам. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Гульнара Надуткина, заведующая терапевтическим отделением и Центром промышленной медицины при городской больнице номер 13. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.